В нашей республике в исправительных учреждениях особое внимание уделяется приобщению к труду. Ведь, как известно, труд облагораживает человека. Наша съемочная группа побывала в исправительной колонии номер 3 в окрестностях города Аргун и узнала, в каких условиях живут заключенные. Условия, созданные для осужденных, отбывающих срок в колонии поселения в окрестностях города Аргун, предполагают и полноценный отдых, и работу, за которую они получают, и соответствующую зарплату. В рамках федеральной целевой программы развития уголовно-исполнительной системы на 2018-2026 годы было приобретено мельничное оборудование. Мощность данного оборудования позволит в полном объеме обеспечить потребность внутрисистемных нужд подразделений УФСИН России по Чеченской Республике, а также организовать поставку муки первого-второго сорта для нужд других территориальных органов, а также сторонним организациям. На данном оборудовании могут быть трудоустроены до 6 человек, и во вторую смену при необходимости до 12 человек. Данные осужденные будут получать свою заработную плату, что позволит им из заработной платы погасить свои исковые обязательства перед государством и перед лицами, которыми они нанесли ущерб. Также могут оказать помощь своим семьям. Среднесписочная численность осужденных, содержащихся в колонии поселения, более 100 человек. Из них трудоустроено более 70 человек. Это примерно получается 70% от содержащихся трудоустроены на различных объектах, находящихся на выводных объектах, на объектах сторонних организаций. У нас также имеется свое подсобное хозяйство, где содержится в настоящее время более 20 голов крупнорогатого скота в рамках самообеспечения для спецконтингента. В процентном соотношении мясо говядины на 100% обеспечены, картошка, морковь, лук, свекла, капуста, мука первого-второго сорта, они на 100% обеспечены. Остальное то, что мы закупаем, если в процентном соотношении взять, 60% они в целом обеспечены. Остальное 60% мы производим сами, а 40% у нас еще не производится, и мы закупаем с других территориальных органов. Получается, что люди, которые отбывают наказание, заключенные, да, они не только занимаются производством муки, всем остальным, но также выращивают овощи, фрукты, другие бахчевые культуры. Да. Наша съемочная группа проехала в колонию, чтобы лично удостовериться в том, как живут осужденные. Начальник колонии Дуклиев Хусейн ответил на все интересующие нас вопросы. Были ли случаи проникновения вируса на территорию исправительной колонии, то есть колонии поселения? У нас случаев допущено не было, так как были приняты жесткие меры, были прекращены краткосрочные и длительные свидания, все контакты с лицами за стеной у нас были все прекращены. В связи с этим с принятием жестких мер у нас таких случаев не было. Осужденные, конечно же, были также в курсе, как и все во всем мире, скажем так, что это очень, очень жестокая или жесткая зараза. Они были в курсе и относились к этому с пониманием. Также они относились с пониманием, что меры, принятые по республике в целом, очень полезны для них же самих. Во-первых, нужно сказать, что это до недавних времен был самый легкий вид режима. Здесь осужденные имеют право получать посылки передачи каждый день без ограничений. Также им должны предоставляться как краткосрочные и длительные свидания. То есть здесь созданы все условия для того, чтобы человек осознал, понял и сделал для себя правильные выводы. То есть это самая первая ступень, где человек может исправиться, осознать и встать на истинный, на правильный путь. Если человек не понимает, конечно же, повторного не попадает. Это колония для впервые осужденных за преступление небольшой и средней тяжести, то есть впервые осужденных. Поэтому, если человек не понял, находясь здесь, хотя времени, как в местах лишения свободы, подумать и осознать не будет никогда. Здесь, например, кроме трудоустроенных или, скажем так, соблюдения внутреннего распорядка, более не о чем беспокоиться. А там уже за стеной дома, утром встав, он думает, что же покушать в обед, что же вечером, у него бывают проблемы. Поэтому времени осознать, подумать здесь достаточно. Если человек не осознал
совершил преступление повторно, то в этом винить нужно только его. Хотя здесь проводятся на высшем уровне профилактические беседы, работа с осужденными, как воспитательная, так же режимная служба, оперативная. Каждый день работают с осужденными, чтобы достичь своей цели исправления осужденных. И в большинстве случаев у нас получается это. То есть здесь люди еще, скажем так, не очень погрязшие. Если не обращать внимания на таблички и решетки, кажется, что ты находишься в поселке городского типа. Все содержится в идеально чистом состоянии. Для заключенных здесь есть все, начиная от спортивной площадки, заканчивая библиотекой. Назвать камерами помещения, где содержатся арестанты, не поворачивается язык. Также личный состав УФСИН-колонии поселения номер 3 проводит профилактические беседы с осужденными на разные актуальные темы, а также воспитательные беседы, предупреждающие совершение правонарушений повторно. С всеми условиями заключенные довольны, но это все-таки не дом. Отбыть наказание и оказаться дома. Вот о чем они действительно мечтают. Условия содержания выходной шейхин на лушту, бабьешим, был. Массуа, уёлщик, спортзал, жужжал, тренажерщик, гаэлаунщик. Чуду яхкин гаэлаалмедин, шумада, цадал, шадах, шо. Это архазбол, восом ходов, сотруднична, начальник Дамасана Баркалала Лудер, зарплата шейхин хаква, цахта гилардозу, халув дать сказал. Башир Саутиев, Шамиль Мазиев, информационное агентство «Грозный информ».